вере и совести при решении проблем особой категории детей призвал председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев. Заседание Совета по делам инвалидов оказалось довольно содержательным. На повестку дня был вынесен ряд вопросов. В докладе министра здравоохранения Владимира Селиванова прозвучали данные о том, что на сегодняшний день в республике 3135 инвалидов. По его словам, эта цифра гораздо ниже, чем в других регионах страны. Министр опроверг информацию СМИ о том, что инвалидность в республике увеличилась на 400%. Было принято решение о создании генетической службы с целью профилактики рождения детей с врожденными пороками развития. Она должна заработать к марту 2015 года. На уровне медицинской генетики неонатальная служба почему такую ставит? В чем проблема? Что вам мешает? Нам мешает немножко отсутствие детей. Где вы поставили вопрос и кто вам на эти не выделил средства? Перед кем вы ставили этот вопрос? Генетикой у нас занимается служба, которая у нас есть специальный центр медицинской генетики, он на территории детской больницы находится. Мы получили, Сергей Ильич, там аппаратуру и получили достаточно много аппаратуры по этому направлению. Но вот мы когда-то писали в прошлом году, там сумма нам еще была необходима, около 20 миллионов рублей на то, чтобы, так сказать, закрыть полностью этот вопрос. Познакомить украинцев с историей остинского народа и провести экскурсию вызвались сотрудники Национального музея республики. Вынужденные переселенцы, проживающие в настоящее время на территории Северной Осетии, посетили выставку «Легенды Кавказа». Национальные орудия труда и костюмы вызвали у посетителей большой интерес. Помимо выставки, вынужденным переселенцам покажут музей истории Владикавказа, а также проведут пешую прогулку по городу с показом достопримечательностей. По окончании экскурсии гостей пригласили к столу с остинской кухней. Сотрудники музея надеются, что данное мероприятие поможет людям отвлечься от проблем. Вот эта трагедия, которая происходит сегодня на украинской земле, не может оставить равнодушной никого. И те люди, которые волей судьбы оказались сегодня у нас, на территории Северной Осетии, конечно, тоже хотелось бы принять участие в их судьбе, каким-то образом, ну, может быть, оказать такую маленькую, небольшую такую скромную нашу услугу, чтобы как-то отвлечь их от этих тяжких воспоминаний. Бюджет Северной Осетии в ближайшие годы останется социально направленным. На заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам был утвержден график разработки главного финансового документа республики. Как отметила руководитель Минфина Наталья Царева, в этом году прогнозируются серьезные проблемы со сбалансированностью бюджета. Это связано с тем, что республика продолжает выполнять майские указы президента России. В частности, должна расти зарплата бюджетников. К 2018 году она возрастет от 100 до 200% в зависимости от средней суммы по региону. Кроме того, растут расходы на здравоохранение. Дефицит средств на 2015 год, согласно прогнозу специалистов, может достигнуть 1 миллиарда рублей. 20 человек из Северной Осетии принимают участие во Всероссийском молодежном форуме «Селигер». Все они прошли образовательную программу и отбор на конвейере молодежных проектов. «Беги за мной», команда 2018, «Технология добра» и «Арт-квадрат». Свои проекты наши делегаты будут представлять именно в этих направлениях. В этом году впервые будут проведены 8 новых смен. Еще одной приятной новостью для участников станет улучшение условий проживания. По словам организаторов, юбилейный «Селигер» преподнесет немало сюрпризов. Проекты на самом деле очень интересные, потому что ребята, некоторые их не по одному разу уже защищают на различных форумах и на различных конвейерах, которые бывают у нас и в республике, и вне ее. Поэтому мы ждем того, что ребята полностью отдадутся своим проектам, ну, естественно, получат там хорошее образование, потому что «Селигер» — это прежде всего образовательный форум. К юбилею крещения Алании сотрудники Национального музея подготовили выставку «Осетия православная». Проект является победителем международного конкурса. Экспозиция создана на основе уникальных музейных коллекций. Церкви и монастыри республики также приняли участие в организации и преподнесли музею подарки. Отметим, что со времени крещения Алании прошло ровно 1100 лет. Выставка открывает цепочку мероприятий, которые будут проводиться в рамках реализации гранта. Православие – это уже часть остинской культуры традиционной. И то есть мы вынесли сюда именно те экспонаты, которые говорят о роли православия вообще в жизни остинского народа. Не с 18 века, как это многие понимают, да, что в 18 веке мы приняли православие и вот стали православными. Нет, корни православия остинского народа уходят в глубокую древность.